Ямал с ненецкого языка переводится как «край земли». Большую часть полуострова занимает бескрайняя тундра. Этот регион привлекает любителей экстрима и охотников за экзотикой. Мы, туристы из Коми, относимся к третьему типу людей. Лишь бы кайфануть. Это я, этноблогер, интересуюсь народами России. Это Света, художник, сама мудрость. Это вторая Света, угарный чел, за любой кипиш и даже за голодовку. А за кадром Сережа, веселый дядька, оператор. Спасибо, что ты поехал с нами. А это Вася, юный путешественник. Всю дорогу он веселил нас фокусами. А ехали мы на поезде сутки, через Уральский хребет до города Лабытнанги. Название города буквально переводится как «семь лиственниц». Лиственница – это священное дерево для хантов, а 7 – священное число. Лабытнанги была частью Салехарда, а теперь существует как отдельный город. С города Лабытнанги мы отправились до Салехарда. Прямо на въезде в Салехард нас встретил мамонтенок Митя. Посмотрите, как все модно. Тут же памятник мамонту, и тут же у нас QR-код на скульптуру мамонта. Говорят, что Митя исполняет все желания, как и любой известный памятник в любом другом городе. А памятник мамонту в Салехарде построили неспроста. Дело в том, что тут поблизости много тысяч лет назад жили мамонты. Все останки мамонтов хранятся в главном музее Салехарда. Музее Шимановского. Вот эта кость принадлежит мамонту, который жил 35-40 лет примерно. Его геологический возраст 17 тысяч лет. Салехард – город посреди бескрайней тундры. С ненецкого языка означает «город на мысу». Салехард – административный центр Ямало-Ненецкого округа. Ну посмотрим, как живет единственный в мире город, расположенный прямо на полярном круге. Что может, кроме сайдинга, разукрасить дом? И в том числе город. Конечно, это муралы. Их в Салехарде очень много. Как сказал из местных жителей, есть даже экскурсии по муралам. Возможно, в них есть какой-то смысл и какой-то сюжет. Первое, на что я, турист, обратил внимание в городе, это на крупноформатные изображения в жилых домах. Действительно смотрится завораживающе. Спасибо всем, кто занимался этим проектом. Из зданий в Салехарде можно посмотреть мечеть и даже попасть на службу. Мост через реку Обь. Говорят, что прямо на мосту работал ресторан, но, к сожалению, когда мы присутствовали в городе, он был закрыт. Раньше Салехард назывался городом Обдорск. Это слово переводится с коми-зырянского языка как «место возле реки Обь». Так вот, если будете в Салехарде, обязательно посетите Обдорский острог. Это место, откуда начинался строиться современный Салехард. Современный историко-культурный комплекс построен по древней технике без единого гвоздя. Задачей острога было контролировать передвижение товаров в крупнейший центр ярмарочной торговли за полярным кругом – Мангазею. Теперь же цель острога – познакомить туристов с историей Ямала. Обдорск всю страну снабжал рыбой. Рядом с острогом находится старый речной порт, который когда-то принимал тысячи, а может даже миллионы тонн рыбы в год. И вот с высоты птичьего полета около порта виден еще Ангальский мыс. Он образован при слиянии рек Обь и Полуй. Кстати, в этом доме нашли иконы, которые несут высокую художественную ценность. Их нашли в южной части между оконными проемами. Они были заколоченными лицом к стене. Это я вам рассказываю о доме обдорских купцов, который недавно переименовали. До этого он назывался Дом купца Терентьева. Да-да, Терентьев, известная в Коми фамилия. Также оно известно и в Салехарде. Купец Терентьев корнями был из Коми. Даже в доме на фотографиях люди похожи на Коми. Но почему-то сотрудники музея не рассказывают именно про Коми, они нацелены рассказывать про Салехард. Хотя даже в музее находится Коми-Ижемский сарафан. Музей лишает менам баб, Терентьева Павла Андреевна. Се пыр олыс чомин, видис кыр, менам дедокед. Бървынин корпенсиявлы се кольчес кара. Если мен изватас зон боште кучем каны роч яра настяк не опастясяныз изватас паськами и мадасы корлуас праздникас тевермана даддины чужому сгашкеабу изватас, а паськам слоас изватас. Значит, нылыс мунама изватасае и бочтама менчином культуранумес. Сейчас Ира рассказала о коми-ижемском костюме на коми-ижемском диалекте. Зрители, те, кто разговаривают на коми-ижемском диалекте, заметьте, что у Иры говор совсем отличается от нашего ижемского. Дело в том, что много лет назад наши предки, оленеводы, кочевали в Салехард. С собой они унесли коми-язык, коми-ижемский диалект. И феномен такой, что коми-ижемский диалект лучше сохранился именно в Салехарде, чем у нас на Ижме.
Вот в Салехарде люди, например, разговаривают, декают. Ну и еще пару моментов, может, вы заметили. Так, а посидите еще, посидите еще. Так, я могу зайти? А постойте еще, пожалуйста, я по лицам пройдусь. Салехард с командой поехали с двумя целями. Во-первых, посмотреть, как живет другой регион на примере праздника День оленевода. И еще, так сказать, найти своих. Найти коми-ижемцев, которые перекочевали сюда уже много-много-много лет назад. Обе задачи выполнили. Коми-ижемцев нашли, о них чуть-чуть и расскажу. Видеоланы дона изватас ес, я малый стен уджи-дуджи чолом, волами драном, миян зе эстен мича, вы им мы визланы, вы им кытан шотчины, ну и буры еске изватас еске датчисланы. Ижемский район черный, эстен черный, сучки отличается. То один отличается у накыкоды с, например, миян выем тиян абу, или, например, тиян выем миян абу, и же говоры и акценты смытпылось, но все же важен метайный коровой только величину коми республика, коми литература кыс вообще гагаригвон, а ижемский диалект сами вой гагар. Ну, конечно, чем отпылось акценты. Вот у меня же выпуск посвящен поиску коми людей в Салехарде. И представьтесь, пожалуйста, как вас зовут. Мария Елтышева, да. Редактор коми-программ. Редактор коми-программ. Значит, мы шорин там комен. Комен. Ты ижватас. Ижватас. А еще не на волыныс коридор саяс. И пуксисынс валесте корнин кучисынс нылы дисынс кулакесында стасы кормыр дисынс сык дедным валы гражданская война волынс, а бабелен валы уначалять и сами родичалысынс, и в общем лои пуксины валесте, потому что мужики звы оставы свалыныс ныес. А вот знакомьтесь, Анатолий Терентьев, репортер местного телеканала Ямал Медиа. Он там ведет передачи на коми-языке. И да, я ранее сволосну, ищекеслыш, ныесы гуаснус, да делают один уаснус, ищекес баравуаснус, накида тушка щаснус. В общем, янмыз великий, ну, мне стало, маяки видимо, а не тушка щаснус, нико дёзырманус отлично. И садумать кола кодоски военности мы отъезд и воедома извятасеса пырымач костаныс и воемачести буролом мир отладомочные. Я жил у Анатолия в доме. Кстати, бревна на дом привезены из Ижемского района. Он их возил на поезде. Вот это значит любовь малой родины. Ладно, на самом деле все просто. В Салехарде нет таких больших деревьев. И да, не сочтите за национализм, что я много говорю про коми-ижемцев. В Салехарде живет и другой народ. Ненцы, ханты. И как раз праздник оленевода — это способ сблизить эти народы. Исторический вот этот праздник, он для того, чтобы оленеводы закупали товары себе, потому что в тундре же нет магазинов, нету пятерочки, нету там магнитов, нет Яндекс доставки, поэтому тундерыки приходили в город как раз отпраздновать, во-первых, а во-вторых, закупиться бензином, едой, материалами для шитья. Это раз. А второе, увидеться с какими-то родственниками, которые, допустим, кочуют в других районах. Потому что между районами вообще там 1000 километров, и они не могут видеться так каждый месяц там. Они даже звонить-то каждый месяц не могут друг с другом. А вот на днях оленевода со всего округа они собираются здесь и встречают своих родственников, друзей. До сих пор, да. И еще очень важно, на таких праздниках ищут себе пару. Короче, женихи ищут невест, а невесты ищут женихов. Мои зрители, кто хочет найти пару, welcome Салехард на День оленевода. У ненцев считается, что если он арканом смог поймать девушку, девушка должна выйти за него замуж. Будьте аккуратней, не попадайтесь на эти уловки. А на дне оленевода вы не соскучитесь. В этом году он работал 2 дня. В одно и то же время по всей площади, где проводится праздник, работают разные площадки. Где-то катаются на собаках, где-то идет концерт. Вот мне запомнился фестиваль ряпушки. Там, кстати, побили первый в стране рекорд по количеству одновременно пожаренной ряпушки. Результат 161 килограмм 540 граммов. Вот еще мужчины на снежной площадке боролись. Конечно, не в злобу, по-дружески, померились силами. А вот позади меня, например, стоит читающий чум. А тут можно взять любую книжку из сундука. По всей территории стояло много чумов. Чум-библиотека, чум-храм,
трюм, где можно пить чай. Вот самое зрелищное на дне оленевода было это экстремальное шоу. Специально на день оленевода приезжали профессионалы из всей России на мотоциклах, на снегоходах и показывали в тундре трюки. Вы знаете, в городе на ЖД вокзале любят таксисты кричать «Такси до города». На дне оленевода немцы кричали «Катаю на оленях катаю». Снегоход, кто хочет прокатиться на снегоходе. Вау, вот это да! Мамочка моя дорогая! Мама! Если что, я люблю вас! Оленеводы – кочевой народ. И праздник День оленевода тоже кочует. Через неделю этот праздник провели в Аксарке. Это 55 километров от Салехарда. Аксарка тоже стоит около реки Об. Мы успели посетить Аксарку. Вуаля, добрался до Аксарки. Когда я сказал, что мы хотим поехать сюда, спросили зачем. Ну, я сказал, что хочу увидеть ямальскую деревню. Заметьте, деревню. Приехал сюда, я понял, что Аксарку даже селом не назовешь. Он похож на город. Тут многоэтажные дома, 3 этажа. Совсем не удивительно, что на Аксарке рядом с машинами припаркованы и лодка, и снегоход. Мне, как туристу из Республики Коми, естественно, будет интересно зайти в магазин, сделано на Ямале. Menden in Ямал. Я-то думал, там будет местная брендовая одежда, а это оказалась рыба. В Аксарке популярен музей, где можно узнать о жизни Ямала, о том, какие животные тут есть, как жил регион в разные эпохи. По дороге на Аксарку, недалеко от Салехарда, стоит село Горно-Князевск. В этом селе есть удивительное место – этнографический комплекс. Тут стоят несколько чумов, есть много малиц, их можно примерять. Что мы и сделали. Каждый надел малицу и танцевал. Пьем чай по мизерянскому чуме. Тут тепло, а в малицах вообще баня. На этом, дорогие друзья, все. Я завершаю фильм про Ямал и двигаюсь дальше. Поддержать наш проект по путешествиям вы сможете по реквизитам на вашем экране. Спасибо за просмотр. Бомбим!